Здравствуйте, дорогие зрители! Мы представляем вам продолжение нашего проекта Дома дружбы Карагандинской области «Достык Дастархана». Сегодня «Достык Дастархана» – корейская кухня. И в гостях представители этнокультурного объединения корейцев Карагандинской области. Это заместитель председателя этнокультурного объединения Байда Арсентий Иванович и член этнокультурного объединения Ким Марина Валентиновна. Добрый день вам. Добрый. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вообще, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить традиционное корейское блюдо кукси и кимпап, это роллы. С чего мы начинаем? Наверное, будем параллельно готовить кукси и параллельно будем готовить роллы. Воду поставили на лапшу. Нужно будет пожарить мясо. Сначала порезать лук полукольцами тонко. А вы давайте задание, мы приступим. И надо поставить сковороду на огонь. Так, держим ножи, кому что. Расскажите вообще, вы сами родились вообще в Караганде? Нет, я родилась в Кызылорде. Выросла там и сюда попала случайно. А вы, Арсентий Иванович? Я родился в Караганде, я коренной карагандинец. А вообще, поделитесь, пожалуйста, ваше этнокультурное объединение, когда было создано? Этнокультурное объединение было создано в далеком 1989 году, в сентябре месяце. Да. Было проведено собрание, и на этом собрании было принято решение о создании культурного корейского центра. У нас в этом году круглая дата, 35-летие. Мы будем его праздновать. Пользуясь случаем, хочу всех пригласить на наше торжество. Оно состоится 14 сентября в этом году в театре имени Станиславского. Приедет единственный в СНГ корейский театр к нам с города Алматы. Да, будет выступать наш народный ансамбль Мугунхва. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю вас, друзья, приходите. Обязательно придем. Очень интересно, творческо и весело. С этого надо начинать всегда, с хороших новостей, что можно куда-то прийти, отпраздновать. Что будет в программе? Что интересного еще будет? Интересного будет много и все. Тайны пока не раскрываем. Да, тайны пока не раскрываем. Да, обязательно нужно прийти и посмотреть. Обязательно, друзья, приходите. Будем ждать вас всех. Я знаю, что у корейцев по традиции вообще празднуется только годик пышно и 60 лет. Это правда? На этот вопрос ответит Арсентий. Смотрите, почему отмечают год и 60 лет, да? Во-первых, раньше, когда рождались дети, было тяжелое время. То есть был голод, холод. И если ребенок прожил год, то есть в течение года он не заболел, он выжил в это трудное время, то это праздновали корейцы, потому что, это действительно был праздник. Значит, уже человек пришел в этот мир. Да, уже человек, он пришел в этот мир. Вообще встал на ноги. Да, действительно. Вообще по традиции исчисление идет тогда, когда ребенок уже в утробе. То есть у корейцев это не год, как 2. Как 2 года, получается. Как интересно вообще. 60 лет. Потом после года вообще еще свадьба. То есть родители должны сыграть детям свадьбу. То есть это обязательно? Да, это обязательство такое, что родители сыграли свадьбу. И после этого, когда родителям становится 60 лет, называется хангаби, да? Дети справляют родителям. Есть ли какая-то неукоснительная традиция, которая соблюдается при праздновании таких мероприятий, как годик, юбилей? Конечно, это есть. Например, при годике это накрывается в полдень, стол ставится ребенку. Туда ставятся предметы повседневной жизни, обихода, то есть там ножницы, книжка, тетрадка, деньги ложатся, какие-то там, не знаю, сувениры, И ребенок что возьмет, то есть в жизни ему пригодится? Да, то есть возьмет он книжку, как по традиции считается, что, значит, будет умный, там возьмет деньги, значит, будет богатый, И ставятся еще предметы еды, такие как рис, бобы, то есть это тоже обозначает, что долголетие,
как он будет. Каждый То есть, предмет да, обозначает каждый что-то. предмет что-то обозначает. Слушайте, ну это же схоже с казахской традицией, Да. когда режут путы и обжол, и в конце обжола ложат тоже предметы, которые выбирает ребенок. То же самое ложат и деньги, и книжку, и дамбру. В зависимости от того, что выберет, тем Да, будет да. ребенок заниматься. Да. Не зря Интересно. корейцев называют четвертый жуз. Да, согласна. Ну вот, кстати говоря, вот это переплетение традиций вообще у нас в Казахстане, мне кажется, со всеми, да, связано этнокультурными объединениями. Как-то все вот так переплелось. Есть ли такое, что вот уже на каких-то вот таких мероприятиях подаются не только традиционно корейские блюда, а еще, допустим, там бишбармак? Обязательно. Конечно, это обязательно. Это обязательно? Да, мы же живем в первую очередь где? В Казахстане. Да. Вот. И, конечно, мы же за одним же столом едим бишбармак, тут же закусываем чимчи, и это здорово, это хорошо. Замечательно вообще. Мне кажется, бишбармак объединил в Казахстане всех. И уже даже за пределами Казахстана, у меня сейчас уже и друзья из разных стран рассказывают, мы, говорит, на праздник варим бишбармак. Самое, говорит, вкусное блюдо, которое можно приготовить и легко, просто, и быстро, и вкусно. И сытно, И самое сытно. главное. Так, Марин, Так, командуйте. что- Скажите, да, мы да, что теперь кидаем? У нас Мясо теперь, ну, можно мясо сначала закинуть. Мясо. Да. Мясо. Ага. Давайте Да, полностью потом все можно закидаем. лук. Мясо Ну, может, обжаривается до какой степени? До румяного? До румяного, да, потом мы как бы... Сегодня мы будем немножко ускоренным. Так пойдет? Ага, вот. Да. Ой, как я люблю вот этот звук шкварчания на сковороде. Сразу в этот чувствуется, что готовится еда. Вот так нарезается мелко для, получается, для прожаривания и Да, вот как раз таки, чтобы потом Варим, уже всё. Ну, нам можно еще добавить. Или все? Ну, добавить. Давайте все. Да уж, нарезали. Пусть будет больше, чем меньше. Сейчас Обжариваем, обжарим. получается, мясо. Да, потом закидываем лук туда. И там уже до готовности. А потом заправляем специями. А потом заправляем специями. Какие специи? Я знаю, что специи добавляются разные. Вот, корейские специи вообще славятся. Корейские специи в основном вот чеснок, кинза сухая, ну, острый перец, естественно. Ну и кто что, вот, ну, кристаллы, не знаю, горький перец, паприку. Основной кинза, чеснок и острый перец. Ну вот, правда ли, что корейская кухня больше острая? Ну да, наверное. Вот сегодня даже буквально я разговариваю с друзьями, говорю, будем готовить корейскую кухню, они говорят, будете острое что-то готовить? Я говорю, я, если честно, еще пока не знаю. Для меня вот будет сюрпризом, что наши гости будут готовить. Ну, вообще, да, острая пища. Ну, смотря еще что, конечно. Ну, кукси, тем более сейчас кто-то не ест острый, отдельно подают горькие, там, с маслом делают, и человек сам добавляет уже, что ему пострее, нужно, да, да? или как бы. Ну вот да, часто подается отдельно Да, еще да. приправы, да, и там уже каждый себе по вкусу добавляет. Это, кстати, очень удобно. Расскажите, пожалуйста, вот понятно, что есть какие-то корейские традиции, а вот вообще в ваших семьях вот есть ли традиции, которые вы соблюдаете? Ну, не обязательно это, что это корейская, а вообще вот просто семейная традиция. Ну, наверное, Восточный Новый год, это мы точно отмечаем. Восточный Новый год. Да. Как отмечается Восточный Новый год? Ну, стол накрывается, традиционное блюдо, и все родные собираются. Ну, то есть, как и такой Новый год, и вот Да, восточный да, отдельно да. еще отмечается. То есть он всегда отмечается. Всегда, да. Когда вообще по-разному, да, он наступает, по-моему, в разные, Да. в зависимости от календаря, да? По лунному календарю это все высчитывается, и в начале года мы уже знаем, какого числа он будет. Насколько я знаю, раз мы уже начали говорить про Новый год по лунному календарю, я знаю, что в Карагандинской области он особо пышно празднуется. Да, Правда? да, конечно, уже на протяжении многих лет этнокультурное объединение наше вот, празднует этот, ну это, так скажем, один из главных праздников. Вот, поэтому каждый год мы отмечаем этот праздник очень пышно. Вот в этом году мы отмечали в нашем Доме дружбы. Был Как раз концерт. в этом году еще совпало с 90-летием Да, Караганды. да. Как раз это еще совпало с 90-летием. И это, больше скажу, это получилось в день. Даже Это так. было 10 февраля, как раз было 90 лет городу Караганды. Вот, и
корейскому Новому году, так мы его называем. Вот. И многие люди уже не восточный Новый год говорят, а корейский Новый год. Корейский Новый год. Вот. И в этом году вот приезжал к нам, был концерт в Доме дружбы у нас. Вот у нас показывал ансамбль Мугунхва. К нам приезжал гость, это Роман Ким. Вот, выступал. Ну Поэтому... А вот скажите, вообще Дом дружбы, да? Дом дружбы вообще, в принципе, объединил под своим шаныраком, да, все этнокультурные объединения Карагандинской области. И я знаю, что вы здесь достаточно много мероприятий вообще проводите. Конечно, благодаря Дому дружбы мы и проводим, они выделяют нам площадку. Спасибо большое за то, что они выделяют нам кабинет для наших танцев, для нашего ансамбля Мугунхва, где они занимаются периодически 2 раза в неделю. Вот, постоянно сцену, трибуну. То есть все, что нужно, они очень сильно помогают, и благодаря им большое спасибо. Что мы сейчас делаем? У нас процесс продолжается, мясо практически обжарилось. Да, Уже сейчас можем мы закидывать. добавляем, да, лук. Он все равно растает. Вкуснее будет, да. Вкуснее будет. Да, Ага, картинки, хорошо. лапша. Теперь лапшу. Да. Мы Арсения Вода Ивановича кипит. сегодня загрузили. Но мужчины, когда готовят, Вообще это вкуснее, вообще да, вкуснее обязательно. получается. Вот расскажите, этнокультурное объединение корейцев Карагандинской области существует 35 лет. Сколько оно в себе объединяет и вообще какова статистика корейцев в области? Ну, по статистике, смотрите, по области насчитывается до 14 тысяч корейцев. Вот. В городе, непосредственно в городе Караганда до 7 тысяч, а в активе у нас 200 человек. 200 человек в Да. активе. Это те, кто и в мероприятиях участвуют, и активно посещают, да? Да. У меня сразу возникает вопрос. Вот есть ли общение между этнокультурными объединениями корейцев других областей? То есть общаетесь ли вы между собой? Конечно, мы общаемся, мы встречаемся. Вот. У нас ассоциация корейцев Казахстана, куда мы входим. Вот. И также входят все представители всех регионов нашего Казахстана. Вот. И мы общаемся, конечно, проводятся всякие съезды, Новые Я годы. знаю, да, проходят даже форумы. То есть Да. я знаю, что вот как-то буквально, может быть, год назад проходил форум в Шымкенте, где-то проходил. Как? Я видела, читала об этом. Да. Каждый год где-то проходит, то есть там было и в Алмате, было, и в Чимкенте было. Мгм. Туда, то есть вы едете со своей делегацией, то есть каждый представляет свою область. Как это выражается, представление области? Ну, с области едут, так скажем, председатель и активисты. Вот, то есть это актив, примерно там 6-10 человек. Вот, и представляем область, мы едем туда. И вот проходят всякие форумы, тренинги, обучения, встречи. Вот, также праздновать там Нового года или какие-то такие мероприятия. Лапша, думаю, готова уже. Да, Лапша готова. лапшу надо Да, вытаскивать, надо да. сейчас ее Лапшу промыть можно в холодной воде. Выключить можно, да? Да, её, выключить, получается? промыть в холодной воде. Сейчас нарезаем на кукси. Это Все овощи на кукси, да, овощи. берете? Мы пока просто режем. Есть какие-то особенности, как резать необходимо? Все по-разному, но многие, в основном, конечно, это соломкой все нарезается. соломкой Да. нарезается, Это мы да? на суше Ага. приготовили. Чуть-чуть в сторону берем. Ага. Ну, мешаем. Соломкой тоненькой, да, получается? Да, тоненькой. Вот я насколько знаю, что на куксе обычно тоненькая соломка. Ага. Вот какие овощи обязательно добавлять? Вот мы сейчас добавляем все, что входит в рецепт. Ну, то, что готовят здесь корейцы, да, что добавляют именно здесь наши корейцы. Есть Казахстанские еще или- особенности, да, тоже получается? да. Уже адаптированные под Казахстан. Да. Интересно. В Южной Корее немножко по-другому, в Северной Корее, думаю, тоже по-другому чуть-чуть отличается. Ну, вы знаете, кухня. вообще в Казахстане тоже, допустим, и даже в казахских, да, традициях отличаются в областях. То есть, если, допустим, в Караганде подается бишбармак с нарезанным уже мясом, то, например, в Акмолинской области подается целыми Кусками. мощелермен, да, то есть эти целыми кусками, и там уже за столом режется. Все зависит от области. Вот вы сейчас шинкуете капусту, тоненько, красиво. Вообще у корейцев определяется сноха, какая будет умелая или неумелая, как она порежет, тоненько, аккуратно или толсто. Так у меня нормально, да, У получается? вас очень хорошо. Очень хороший Ну, знак. замечательно, значит, я могла бы быть и корейской Снохой, да. Вот кукси же подается и в теплом, и в холодном виде, да? То есть оно универсальное такое блюдо. Универсальная, да. Мгм. А как вы предпочитаете больше?
Я, например, люблю холодный кукси. Холодная, да, больше кукси? Потому что вот я, да, знаю, что даже когда где-то заказываешь, обычно спрашивают, вам в холодном виде или с горячим, да, вот бульоном, да, там что-то добавляется же, соус, да, добавляется дополнительно. Да, добавляется все это. Хотя мне муж говорит всегда, что корейцы в Корее всегда ели холодные именно кукси, стали здесь, только в Казахстане, там или в Узбекистане, подогревать и делать горячие. А вот подскажите, вот этнокультурное объединение корейцев, какой деятельностью, какие направления вот развивает у себя именно? То есть, допустим, там изучение корейского языка. Конечно, это обязательно. Изучение корейского языка бесплатно предоставляется в Доме дружбы у нас. То есть желающий, кто-то, может, детей хочет обучить, да? Желающий, пожалуйста, конечно, добро пожаловать. Вот, набор идет обычно в конце августа, в начале сентября учебного года. Вот, и все, они обучаются языку. Также игры на барабанах, сальмульнари у нас есть. Вот, танцы, занимаются танцами еще. Ну вот я знаю, что вы еще и участвуете очень много в благотворительных мероприятиях. Благотворительные мероприятия, это, конечно, безусловно. Вот, также почитание традиций старших, уважение старшим, помогаем, помощь. Каждый ежегодно празднуем День пожилых людей. Вот, там какие-то подарки. Вот, потом были там какие-то мероприятия при ковиде, когда ковид был у нас, да, всем было тяжело, все помнят, да, тяжелое такое. Вот, помогали также врачам, там кушать готовили. Вот. Потом паводки вот в этом году. Пострадало сколько сел, семей, сколько. Тоже этнокультурное объединение, конечно, в стороне не осталось, приняло участие. Вот. А вот, знаете, вот сразу мы заговорили раз про корейский язык. Я сразу хочу спросить, на казахском языке разговариваете? Я сам не разговариваю, к сожалению. Вот. Стремитесь хотя бы? Конечно, я стремлюсь. Да, потому что мы живем в Казахстане. Вот, и это моя родина, наша родина. Вот, поэтому мы просто обязаны знать наш государственный язык. А дети у вас разговаривают на корейском, на казахском языках? На корейском дети уже мои не разговаривают, к сожалению. Вот. На казахском, конечно, где-то супруга с детьми там, идите сюда, там давайте покушать, элементарно что-то. Она с ними на казахском языке, конечно, это говорится все. Присолили все овощи, теперь мы будем добавлять специи. Так, ложечки у нас нет, добавляем, средней остроты сделаем, чтобы, в принципе, везде одни и те же специи. А то есть это еще специи добавляются отдельно, только потом смешивается, да? Да, но еще обычно каленым маслом, сейчас мы тоже накроем чуть-чуть масла с луком и зальем горячим, чтобы чеснок разошелся. Чтобы он такой привкус, дал и аромат. Да, аромат. Вот, все. Так, все, мы добавили, получается, все, да? Масло. Теперь мы ждем, пока накалится масло. Уже все, уже можно, да. Уже вот можно, на чеснок, если у тебя получится. Все выливаем? Нет, не все. Не все. Везде по чуть-чуть. Еще капусту больше. Теперь отдельно сюда, да? Как интересно, вот. Я думала, что это все перемешивается как-то и вот. Сейчас, да, помешаем. Как-то, мне кажется, специи все раскрываются, сумки на засуху, да, вот даже сейчас чувствуется такой аромат. Мы уже все приготовили для кукси, и теперь мы приступаем к приготовлению кимпап. Правильно я сказала? Правильно. Да, что нам необходимо? Я вот вижу, рис уже готов. Рис, да, готовый рис. Сейчас мы его заправим уксусом рисовым и с сахаром. Какие ингредиенты вот необходимы? Вообще множество вариантов кимпаба. Сегодня мы просто сделаем вот с рыбой, с лососем, болгарским перцем и огурцом. И сыр Филадельфия. Это обязательная, да, составляющая. Как все начинается, расскажите. Потому что, мне кажется, это прям... Так, сначала заправим рис, чуть-чуть сахар. Рис отваривается заранее, да, берется какой-то, он круглозерный, там, длиннозерный, есть специальный для суши, он как бы меньше застывает. Вот да, так вот, да? Такие моменты, что нужно знать. Примерно на глаз положу, где-то на это количество 2,5 ложки нужно будет. И вот просто интересно, это сложно в приготовлении или нет? Можно ли это готовить каждый день?
Можно, если есть рисоварка, то можно каждый день готовить. Вот мы рис приготовили, теперь берем коврик. Это коврик специальный для Да, скручивания, да? сушь, да. Берем листья нори и сейчас будем заворачивать. Ух ты, вот этот вот процесс мне прям очень интересен. Вы мне потом дайте попробовать тоже это сделать. Да, обязательно сейчас покажу. Хотя я, конечно, тоже не мастер особо, не сушист. Но мы сейчас готовим для себя, поэтому Да. Главное, чтобы было вкусно. Рис где-то мы оставляем 1/4 часть не без... Без знаешь, риса, да, Да, получается? чтобы оно... Ага. Он распределяется Рис. и укладывается, да, потом остальное? Так, вот мы сложили. Теперь, например, огурец, Огурец последовательно. рыба. Рыба. Можно еще огурец. Когда нарезать будем, он будет красиво смотреться, разноцветно. А, то, что как раз, да, зеленый, красный и плюс рыба такого цвета. Да, можно дайкон маринованный, ну хоть что сюда. Некоторые морковчу ложат, даже уже такую здесь у нас. Но мы сыр положим. Теперь сворачиваем, скручиваем. Сейчас будем оформлять кукси. Лапшу положили в первую очередь мясо. Ну, это я обычно так. Так, кукси. Дальше у нас Яйцо. яйцо. Ну так, желательно, чтобы разноцветно было, чередовалось. Теперь огурцы. И вот Они прямо промариновались даже овощи, да, уже получается, вот пока стояли. еще одну. Так, капуста, Теперь дальше огурцы. огурцы. Вот скажите, вот вода, которая получается в кукси, что туда входит тоже? Ну, тоже вот момент вот такой, что обычно входит в состав? Ну вот, например, холодный кукси делается, холодная вода делается на воде, не на бульоне, на воде. Соя обязательно, огурцы свежие, помидоры, он такой как бы зеленью, ну и специи. Теперь мы заливаем, получается, все это. Да, теперь бульончиком заливаем. И я же всегда стараюсь так на мясо и яйцо, чтобы специи не смывались с этих овощей. Чтобы с овощей, да, то есть Да. оставались такие. В любом случае вода проникнет, да, в лапшу. Да, потом кушают, когда люди мешают. Ну так наливают, чтобы где-то лапша закрывалась. Я бы хотела к нам в эфир сюда пригласить руководителя корейского центра Ким Лилию Михайловну, потому что это человек, за плечами которого все происходит, да, вот это все, что организовано сегодня, тоже совместно с Домом дружбы, все было под чутким руководством этого руководителя. Я вас рада приветствовать, и я хочу поздравить всех нас с очень успешным и удачным проектом очередным Карагандинского Дома дружбы. Действительно, и поблагодарить за то, что пригласили нас сегодня, наш актив, чтобы мы поделились секретами своей корейской кухни. Мы являемся частицей многонациональной нашей страны, Казахстана. Мы хотим своим трудом показать, что многое мы можем. И если мы все вместе, и каждый со своей культурой, в том, в чем силен каждый народ, когда объединится, то это такое богатство и достояние. А нам всем я просто пожелаю мира. А если будет мир, то нам возможно абсолютно все. Итак, мы пробуем то, что мы приготовили сегодня, да, и я первая, да, получается. Самое смелое. Самая смелая. Масита. Я правильно сказала? Марин, Очень вкусно. пробуйте. Вкусно. Утёндамне. Смотрите нас на YouTube-канале Дома дружбы Карагандинской области. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Асбалсым. Масики, ты сипсия. Приятного аппетита!